Зянькель, теренькель, ашокили, чудили, чоледеридитя, горни пол, гайсе море тятюку. Здравствуйте, друзья! Выдалась свободная минута на съемках, и я хочу поговорить с вами об эрзианском языке, о своем родном эрзианском языке. Это очень древний, лаконичный, мелодичный, удобный, хотя дело его не очень хороши сегодня, но тем не менее это очень крутой язык. Как любой другой, он менялся с каждым веком, брал что-то от соседних и дарил им свои слова. Этот обмен может нам очень много рассказать. Где-то в VII веке в наше финно-угорское Поволжье из Великой Булгарии пришли наследники великого хана Кубрата во главе с его сыном Котрагом и создали свою Булгарию, которую мы сегодня называем Волжской. Она существовала почти 5 веков до самого прихода Орды. Мы жили рядом. Ушман, воин, Алаша, конь. Это оттуда. В XIII веке наша территория оккупировала Орда. Кстати, вы не задумывались, кто были эти ордынцы? Я скептически отношусь к тому, что Орда – это монголы. Еще больший скепсис вызывает утверждение, что Орда – это китайцы. Судим по языку. У эрзиан и соседних народов масса заимствований из тюркских языков, а вот из монгольского или китайского нет. Если кто-то знает, приведите пример. Кстати, больше всего заимствований из тюркских языков у русского. Например, словосочетание «русский богатырь» кажется мне очень смешным. А вам? Так истово боролись против Орды, что борцы назвали себя богодурами, батырами. Ордынцы, мне думается, были тюрками. Очень интересно, что в эрзианском языке и украинской мове есть слова схожего произношения и смысла. Куро – куринь, сотамс – сотаты, уряд – урядамс, раське – рясный, черь – щур, бажамс – бажаты, урамс – ораты. Откуда? Загадка. Эрзиане смогли сохранить свой язык до сегодняшних дней, во многом благодаря работе исследователей, которые составляли различные словари. Но даже во времена епископа Дамаскина, которому Екатерина II поручила организовать написание словарей местных народов, эрзианский уже был полон русизмов. Сейчас дело еще хуже. Наверное, вы уже слышали. Вопрос, конечно, интересный и содержательный. Вам смешно? А мне грустно. Было бы совсем плохо, если бы не энтузиасты, которые, особенно в последнее время, достаточно успешно восстанавливают эрзианский язык. Очищают от вредных примесей и паразитов, работают со словарями, используют в своей речи забытые слова. Можно сказать, что уже есть среда для общения. И слова есть, а если нет, то можно и придумать. Есть эрзиане просто генераторы новых слов. Например, Нуянь Видяс, которому сегодня ФСБ шьет дело. Нет, не за новые слова, за экстремизм. Она считает его террористом. Мы много раз слышали свой адрес. Да как вы можете? Кто вам давал такое право вводить новые слова? А кто должен давать такое право? Пушкин или Путин? Язык творит народ, а не институты. Понравится слово людям, оно останется в языке. Не понравится, никакой институт и Путин с Пушкиным не помогут. То есть, со словами проще, масса словарей до сих пор не раскопанных, но они уже есть и никуда не денутся. Хуже всего то, что большая часть эрзиан думает, что говорит на эрзианском, а на самом деле разговаривает на русском эрзианскими словами. Как это? Очень просто. В лексическую конструкцию русского языка вставляют эрзианские слова. Это ужасно. Это языки разных групп, разные формулы. Эрзианских слов не хватает для чужих конструкций. Например, я уже приводил. Я вышел из своего дома, чтобы пойти в лес. 9 слов. Что делает эрзя? Начинает переводить дословно. Мон, лисень, эсь, кудостон, бабах. В эрзианском слове нет слова «чтобы». Эрзя изменяет его до «штобу» и продолжает «штобу молем свирил». Красиво? И некрасиво, и неправильно. А как правильно? В эрзианском языке есть деепричастие цели. Вот это «штобу» как раз там уточняется в конце глагола. Есть и другие особенности. Не нужно говорить «мон лисень, я вышел». Достаточно «лисень» – это уже «я вышел». Я вышел, мун лисень, тон лисить, сон лись, мин лисенек, тын лисиде, сын листь. Кудостом или кудостон – это уже из своего дома. Кудостот из твоего дома, кудостонзо, кудостонок, кудостонг, кудостост.
Вирев – это уже в лес. Из леса – вирсте, по лесу – вирьга. И последнее слово – молемга, чтобы пойти. А теперь все вместе. Лисень кудостом, вирев, молемга. 4 слова вместо 9. Вот как лаконично. Вместо уродца «чтобы» говорим петь морамс, морамга, чтобы петь. Писать сёрмадомс, сёрмадомга. Бежать чиемс, чиемга. Думать арсемс, арсемга. Попробуйте сами. Потренируйтесь. Уверяю вас, можно легко обходиться без уродца «чтобы». Еще одна беда – это русское «потому что». В эрзианском его нет. Я устал, потому что пришел издалека. Как переводит наш Эрзя, который не в курсе. Мон сизень, потому что вас олдосынь. Красиво. Более продвинутые используют вариант, придуманный во времена Екатерины Дамаскиным. Мон сизень, секс-мекс, вас олдосынь. Секс потому, а мекс почему. Это два разных слова. Это не потому что, а как правильно. А правильно, так как говорит эрзианская логика. Поставьте причину перед следствием и получите. Я издалека пришел, поэтому устал. Сынь васолдо, секс сизень. 4 слова, а в русском 6. К сожалению, наш язык практически не изучается в школах. Ну, разве можно назвать обучением 1-2 раза в неделю, а то еще реже, да еще факультативно. На наше требование открыть в Саранске хотя бы одну гимназию с обучением на эрзианском власть дала понять, что ей это не надо. Кроме того, это и возможность поддерживать и удовлетворять интерес людей к родным языкам и родному краю, больше узнавать страну, реализовывать благотворительные, спонсорские и другие проекты в интересах народов и регионов. Трудно порой отделить, где, в общем-то, начинается мордвина, а где начинается русский человек. Мы себе, более того, даже и, в общем-то, не разделяем. Спасибо за внимание. Удивительно, но даже некоторые эрзиане стали упрекать нас и убеждать в невозможности преподавания на эрзианском языке. Напишите в комментариях, как называется этот синдром. Нам говорили, у вас не хватает слов в языке, или эрзиане, у нас не хватает слов в языке. Я живу в Украине и слышал это все в начале 90-х. Аргументация та же самая, но кричали это люди, которые не знали украинского и до сих пор, наверное, не знают. Между тем, на эрзианском можно преподавать точно так же, как на русском и украинском и на любом другом. Однажды в споре мне заявили, что я не смогу перевести слово «катангенс» на эрзианский язык. Я ответил, я переведу его сразу, как только ты переведешь его на русский. Мне очень хочется убедить вас, что эрзианский – это очень красиво. Как это сделать? Может быть, с помощью поэзии? Послушайте, как звучит стихотворение Тараса Григорьевича Шевченко на эрзианском языке. Перевод мой. «Чуть не ютыть, ютко ветне, прядові кізесь, каштордить, лопатні ожот, мадіть сельмне, читне арсематне удить. Матіді свесе, вая, содан, рямопинге викштян кодан мунсь айряван кинингак, аранган мун, аракангак. Пингем косат, пинге пелькским, арась кодамояк. Зярду вадряся максови макстень кажу коинь. Иля максо удус якамс, сидентень кельмимс, наксадитя мукурлацум масторга кеверемс. Шкитям, вешам, макс тенерямс, макс ломатнин вечкемс. Зярду лиякс, макс ткешт, макс твий, ченгевтем спертпельксень. Пелян синдерскер шамодо кежен ятунь висе, теди берень ансяк вейкет. Удомс олячисе, удос якамс весе пингенть, чалгаукска какадом скодамояк, теке ракша апакеря врадом. Пингем косат, пинге пелькским, арась кодамояк. Зярду вадрася максове, макстень, кажу коень. Спасибо, друзья, всем, кто дослушал. Эрзианский язык будет жить, он будет развиваться, будет расцветать. Мы вам обещаем. Вирем молян, чувто керян, сокатеян, пакся сокан, канс мон видя.